Республика Башкортостан – один из субъектов Российской Федерации, входит в Приволжский федеральный округ. Граничит Республика Башкортостан с Пермским краем, Свердловской, Челябинской, Оренбургской областями, Татарстаном и Удмуртией. Живут здесь представители 160 национальностей, всего 4 миллиона 51 тысяча человек. Башкортостан занимает первое место в России среди республик по численности населения. 11 октября в Башкортостане – День Республики, яркий и самобытный праздник. Мероприятий много по всем районам. Одно из них в Государственном концертном зале «Башкортостан» открыл глава региона Ради Хабиров. Дорогие соотечественники, уважаемые друзья, от души поздравляю всех вас с нашим государственным праздником Днем Республики. Желаю крепкого здоровья, благополучия, энергии и оптимизма, которые нам так нужны для движения вперед. В этом году 11 октября – особый праздник. Мы отмечаем его в год векового юбилея Республики. Сможем ли мы построить сильный, процветающий Башкортостан, если не будем достойны наших предков, если не будем такими же сплоченными, стойкими и целеустремленными? Я думаю, ответ очевиден. Свершение прошлых лет – это надежная опора для будущих достижений. Новый век Башкортостана станет столетием новых побед и значимых успехов. Главная цель этой масштабной работы – достойная, счастливая жизнь жителей Башкортостана. Туган көнен менен, республикам. С праздником, дорогие соотечественники! Ради Фаридович, поздравляем, очарованы, ошеломлены. У вас как чувство? Ну, очень хороший концерт, и, знаете, вот прям и в историю погрузились, да, и еще понимаю, сколько впереди работать. Поэтому, ну, мы должны оправдать доверие наших жителей, потому что вот у меня вот эти мысли всегда. Потому что, ну, такая хорошая республика, такие хорошие люди, такие отзывчивые, такие добрые, полны надежд. Поэтому вот наша задача надежду оправдать. Мы оправдаем это однозначно. Что вам сегодня снилось? Ой, я, кстати, сегодня снился, я готовился к сегодняшнему выступлению. У меня что-то во сне, что-то все не получалось. Я волновался перед выступлением. Вот это, наверное. Еще день впереди очень большой. Удачи вам. Все, спасибо. Оскар Амирович, когда вы стали на колени, перед кем стали на колени? Ну, перед Всевышним, конечно. Ну, во-первых, я хочу поздравить нашу дорогую, любимую республику с праздником. Пожелать всем благополучия, мира, счастья. Чтобы в каждом доме действительно было счастье. Чтобы царил, вот знаете, гармония, любовь и благополучие. Дальше по плану у Ради Хабирова рабочая поездка вместе с главами района Башкортостана в Уфу, в парк Первомайский и сквер Дубки, который больше известный как фонтан Журавли. Спасибо вам за все. Здоровья вам крепкого. И удачи больших.
Чтоб... Нравится парк, нет? Очень. Фонари горят. Мы закончим там, вот, наверное, да, а потом перейдем вот сюда. Здесь, будем к вам Огромное вам гостеприимно. спасибо. И Василий. Спасибо, да, мы потихонечку. Радий Фарич, вот только что же жители подошли неподготовленно, совершенно неожиданно, но приятно. Провели, да, просто провели. А мы сегодня куда? Ведь праздничный день. А это лучше, наверное, не надо по телевизору показывать. Скажет, главе делать нечего, он уже 3-й раз в этот парк приезжает. Но вы не один сегодня. Но я привез сюда всех глав республики, всех глав муниципалитетов, чтобы они снова поговорить о современных, скажем, направлениях и стандартах окружающей среды, какие парки должны быть, скверы. И вот поэтому мы вот все-таки людей надо учить постоянно. Я хочу, чтобы главы были современными и стремились делать лучше. А вот 2 парка, которые, вот я говорю, я о нем уже не раз говорил. Первомайские и журавли. Первомайские журавли. Вот мы их делаем как бы стандартом того, что должно быть. Спасибо. Уважаемые гости, решите вам представить краткий обзор по паркам, которые сегодня реализуются в Уфе. Первый парк – это парк Первомайский. На этом слайде видно положение парка до начала мероприятия по реконструкции. Вот ДК «Машиностроитель», где мы сейчас с вами находимся. В парке есть озеро, которое подверглось уже реконструкции, сеть дорожек, администрация Калининского района и объекты, которые там были расположены. Сразу перейду к планировочной организации. Это о тех идеях, которые были заложены. Были выявлены все существующие связи. Мы активно работаем со всеми сообществами, с руководством парка, с руководством района. Расположены в парке детские площадки, 2 блока. Расположены в парке большой блок спортивных площадок. И, естественно, как бы мы планируем в дальнейшем это реконструкция ДК «Машиностроитель», потому что ключевым объектом культурной жизни парка являются секции, кружки, которые работают в рамках Дворца культуры, в данном случае Дворца машиностроителей. И вот начало работ по озеру. Озеро вроде небольшое, но при расчистке сливе воды оказалась достаточно большая глубина, до 14 метров. Вот. И далее на слайдах показаны этапы работ, которые сейчас ведутся по формированию площадок под различный функционал. И следующий парк – это парк «Журавли». Также вот видимое положение. Можно остановиться, можно вернуться. Значит, вот здесь у нас такая есть скульптура, кто в Уфе бывал, знает. Это на дворце «Синтез-Спирт». Скульптура «Журавли». Вот она в таком небрежении находилась около 10 лет. Мы сейчас ее увезли, она находится на реставрации, и она будет смонтирована. Вот опять-таки картина, которая была в данном сквере. Вот ДК «Синтез-Спирт», сегодняшний ГДК. Здесь находится проспект Октября. Здесь там вы еще увидите на слайдах, это объект незавершенного строительства был, мы с ним тоже работаем, есть по нему хорошие и интересные предложения. Здесь находился фонтан «Журавли», вот на фото видели, обложенный блоками. Фонтан перенесен сюда. Также были выявлены все основные направления движения рабочие в парковой зоне. И в завершении хотел поставить визуализацию по фонтану «Журавли». Это стандартный вариант. То есть вот это вот сам. Да, обязательно. Вот это, кстати, вот была найдена дорожка, очень важная для жителей. Это тоже вода, да? Да, это все струи. И мы дорожку поддержали, и фонтан не прерывали. И вот сформировали возможность, тут нашли такое решение. Вот сам себе в этом, вот скульптура журавлей. Все, у меня все. Уважаемые коллеги, тогда я вас еще раз говорю, почему сюда пригласил. Сейчас пойдем посмотрим. Следующий год мы договорились. Вот я всегда сторонник последовательных был действий. Конечно, хочется все сразу, но вот этот год мы какие-то пожары, наверное, притирались друг к другу, понимали, куда двигаться. Вот у меня какое предложение? Следующий год давайте наведем уже все, вот просто санитарный порядок на территории. Вот как я говорил, очень простые вещи. Грязи нет, пыли нет, мусор убрать. Идея какая? Сделать такие вещи, чтобы на вашей территории, чтобы ахнуть можно было и пройти.
То есть, мне кажется, вам надо найти какое-то место, либо набережную. Вот Владимир Иванович Куликов же здесь, да, он мне как-то говорил о своих планах, что он собирается набережную Стерли там делать. Вот сделать набережную, например, там. У каждого есть своя история, но основной смысл многих наших действий, извините, может быть, мы вас там слишком много об этом говорить, но опыт научил, что прежде чем достучаться, надо много иногда объяснять. Там, я каждый раз вам тоже уже говорю, вы мечтайте о будущем. Мы в 21 веке живем, видите, какие вещи делаем и что может получиться. Это еще откровенно говоря, вот я вам честно скажу, что для Уфы вот эти два парка, Первомайский и Журавли, это не самый крутой парк будет. Вот точно вам говорю, мы сделаем еще круче в Уфе, у нас определенные планы есть. Ну, просто из того, что есть пока что, вот как мы, просто качество материалов, как мы это делаем, как это должно быть, сейчас вместе с вами посмотрим. Заработал, народу понравился. Я отдельно вам ссылку в соцсети отправлял с фонтаном. Да. Несмотря на будничный день, вечером там полгорода собрались его запускать. Мы особо так не рекламировали. А так в целом. А по дорогам вот то, что там у вас какие-то движения есть? Есть, да? Есть. Уже намного лучше стало. И вот то, что 30 миллионов выделили на проектирование, тоже по ним работаем. Все, тогда 3 основные смотрите дороги. за поручением. Ладно. Смотрим. Спасибо. Крышу не завершили, внутри второй и третий этажи, Ради Фаридович, полностью дизайнерский новый подход, деньга гильды. Все посмотрели, я людей выставил, на следующей неделе буду усиляться. А еще скажи, вот я так понял, ты амбулаторию в какое-то здание перевел? Новые здания, Ради Фаридович. Это бывшее административное здание Макаровского лесхоза, двухэтажное. По всем нормам, санэпидем требованиям все полностью проходит. 25 октября Лабиса хотим завершить. Здравствуйте. Как настроение? Отлично, хорошо. Здравствуйте. 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 Спасибо. Вы поговорили с главой Янаульского района и Шибайского района, знаете точно, там объект. Все помните? Просто. Ведь столько мы сказали образования. Нет, конечно, понимаете, потому что по каждому, вот по итогам моего поручения, я же себя поручение, да, по итогам моих визитов я же поручения даю. Вот поэтому я специально прошу глав, чтобы они отслеживали. Потому что, понимаете, иногда бюрократия может, может любой вопрос, забюрократизировать, и движения не будет. Вы все глав помните? Да, конечно. Вот что, специальных учили? Я уже день на 5 слышала, вы называете по имени отчеству. Честно скажу, я была крайне. Иногда специально учил, честное слово. Здрасте. Иногда специально учил, честное слово. Вы очень уважительны, вы по имени отчеству всегда знаете тонкости, и людям это, конечно, приятно. Потому что это мои, знаете, как я, если я с человеком работаю, то я работаю абсолютно безоглядно, с полным доверием. Вот, поэтому я всегда коллег прошу, что меня нельзя обманывать, не надо обманывать. И работать честно. Даже если проблема, лучше говорить, потому что внутренне я не могу потом смириться, если кто-то меня обманул, я, как правило, с ним уже дальше не могу работать. И пока не обманывают явно? Нет, тем более много новых же пришло глав, они пока входят в курс дела. Вот. Но посмотрим как. Вот опять к водоему возвращаюсь. Вот здесь, это уже не первый мой водоем, который я делаю, но всегда первый надо делать, надо его почистить. Сколько машин грязи отсюда вывезли? Порядка 500. Сколько? Порядка 500 машин. Да не может машин. С 4 метров опустили до 14 метров. 10 метров. 10 метров. И все это ил и грязь. Да, грязь, совершенно верно. крышки. Да. Потому что один раз почистили, это лет на 20-30 точно уже вы зато потом. Здесь и запах был и так далее. Но это все остальное обыгрывайте как хотите. Здесь что будет, кто расскажет? Я скажу. Вот сейчас вода находится вот на этом уровне, она поднимется примерно до середины габионов. Вот габионами мы выкладываем береговую линию, это в сетках камни. А выше уже будет формироваться декинг и все остальные благоустроительные мероприятия. Да, и пандусы. Это я имел в виду, когда я говорю о декинге, тут будет вот оно уже выкопано под него. Это подготовка под будущий амфитеатр. То есть будет такое, место ключевое в этом парке. Да. Начали все работы начали 2 месяца назад только. Вот 2 месяца работаем.
Вот здесь вот справа что ты делаешь? Вот это запесочили, сняли грунт, выравнивали, утрамбовали грунт, потом запесочили сантиметров 30. Сверху у нас щебенка идет сантиметров 20. Потом у нас идет минвата, вот тряпочка, можно сказать. И сверху грунт 15 сантиметров, потом газон рулонный. Для того делается, что после дождя уже за 15 минут можно на этом газоне сидеть, лежать даже. Всегда сухо будет. По сути, пляжная зона. Тут система так сконструирована будет, что вода сразу проваливается. Газон, фильтрация, всякие шезлонги сделать. Чтобы вот шезлонги такие, диваны всякие, вот чтобы люди загорали, прям приходили. И все здесь, это понятно, вот это все пространство, все будет газонная трава. Это, конечно, дорого, но это все равно другой уровень и качество вообще работы. Здесь две центральные аллеи, Раид Фаридович. Одна аллея у нас в ЗАГС входит, это будет аллея Новобрачная. И центральная аллея, вход, вот здесь практически они здесь собираются, выходят, все это дело на центральное место озера. Вот ЗАГС находится. Сразу вот сейчас мы здесь продумываем нормальный переход, чтобы, и вот все, они сюда. И у нас там еще какой-то есть. Здесь будут арки. Да. Вот светильники уже устанавливали, правильно сделали. Чтобы сразу работал уже. Да. Но они свет хорошо дают. Да. Ночью здесь светло. Да, хорошо. Уважаемые главы, можно вмешаться. Полезно то, что вам показывают? Конечно. Конечно, полезно. Мы же видим новейшие материалы, новейшие виды материалов. Но все равно, хотя у нас районы маленькие, но тоже будем применять такие же материалы. И главное же, как сделано. Можно же по-разному сделать, а вот сделать так, чтобы оно выглядело эстетически. Вот то ли видит где-то на картинках, то ли вот самому нащупать, попробовать. Вопрос финансирования острый, потому что одно дело столица, там, с определенным бюджетом, другое дело район поменьше, где доходы поменьше. Вы один на один со своими проблемами или все-таки есть? Сегодня есть возможности. Есть же федеральные и республиканские программы. Нам просто активно надо участвовать в этом. И тогда, Владислав Геннадьевич? если участвовать активно в этих программах, тогда у нас есть все возможности для того, чтобы перенимать этот опыт и делать то же самое, а может быть даже лучше. Вообще, надо стараться, скажем так, со столицы, из других городов принимать вот этот опыт, делать в своих городах, чтобы чувствовали это люди, видели, что и на периферии, в малых городах тоже активно это делается, и все это делается для людей. В Белорецке мы тоже делаем в этом году 15 общественных пространств. Из них 8 в городе и 7 в районе. Жизнь меняется? Жизнь меняется. И самое главное, нужно стараться быть активным участником изменений в этой жизни. Много идти, не отставать. Да, и вовлекать в это как можно больше жителей. Вот это самое главное. Это точно. Мы вам этого желаем и с праздником. Спасибо, с праздником. Фанис Габдрашитович, отвлечем вас. Да, Елена Анатольевна. Но как вам вот экскурсия? Полезная? Очень приятно, очень полезная, да, конечно. Безусловно, очень полезная экскурсия. Большой опыт, большой этот такой резонанс и в нашем районе это будет иметь однозначно. А что в Баймаке в этом году, в Баймакском районе нового с точки зрения благоустройства? Благоустройство у нас 3 общественных территорий рассматривается в этом году. То же самое, выполняется? Да, выполняется на стадии завершения. Парк Победы, который обусловлен был рейтинговым голосованием, в этом году мы завершим. И 3 башкирских дворика тоже такие отличные дворы получатся. Я думаю, мы будем иметь честь тоже посетить такую же делегацию у нас в Баймаке. Показать есть что. Да. Будет показать, что... солнечному Баймаку привет. Спасибо, Елена Анатольевна. Спасибо. С праздником. С праздником. Рафич, мы сейчас пообщались с главами районов, рада и экскурсии, говорят, полезно, но все-таки вопрос финансирования встает острым. А для этого надо развивать экономику. Это касается и меня, и глав, и правительства. Но мы же все-таки, знаете как, мы с плюсом идем. Никто же не говорит, что это завтра мы в границе покроем. У нас впереди 5 лет работы. Вот за 5 лет работы мы уже существенно большие объемы сделаем. Но зато есть вектор, куда стремиться. Конечно. Спасибо.
Глава Башкортостана Ради Хабиров и главы районов едут дальше. В сквер Дубки, в народе больше известный как фонтан «Журавли». Расположен он в Орджоникидзевском районе Уфы, и там тоже ведутся работы по благоустройству. Фонтан «Журавли» построили в начале 70-х годов 20 века. С 2009 года он на реконструкции. Работы затянулись из-за планов предпринимателя, который по соседству начал строить здание. После судебных исков реконструкцию продолжили, и вскоре «Журавли» откроют. Провели санитарную чистку, убрали все деревья, которые больные и скоро уйдут. Начата вот работа по облагораживанию этой территории. Вот уже замощены часть дорожек, и мы двигаемся вот отсюда в направлении проспекта. Один маленький момент всегда. С людьми же, люди же очень плохо воспринимают, когда деревья режут, да? Но людей надо убеждать, что вот надо оставлять большие деревья, да, а вот этот подшерсток весь убирать. Мы отдельно, потому что вот ночью здесь, вот когда я ночью сюда страшно ходить, потому что ты идешь из кустов чертят. Здесь лес был. Зато весь лес сейчас просматривается спокойно, в любое время дня и ночи. У нас же поздно, рано темнеет, поэтому чтобы и вечернее время спокойно. Это очень важный момент, вот правильно с людьми в том числе обсуждать. И обязательно, вот я каждый раз всем говорю, все обязательно встречайтесь. Одной встречи никогда не хватает. Первая встреча только пока понять, что. Вторая встреча прийти с проектом, придет еще раз и так далее. Да, прошу. Здравствуйте. Здравствуйте, с праздником. Спасибо. Здесь очень все хорошо, прекрасно. Местные жители очень благодарны вам. То, что вы не бросаете этот парк. Догнем его, не переживайте. Да. Будет один из лучших парков, так что скоро гулять будет. Спасибо. Большое спасибо вам. Вот она как бы хозплощадка, вот шахматная доска. Да, пока применили вот коричневый цвет, чтобы могли замонтировать. Сейчас черный придет, и мы все-таки черные делаем клавиши. Ну вот она уже готовая. Да. Супер, да? Супер же. Выходит, да. А мы хотим сюда еще поставить вот, 2 стола здесь, 2 стола с той стороны, чтобы уже жители могли выйти и, как вот в старые добрые времена, там домино, шашки, шахматы играют, турниры проводят. А здесь вот шахматы, пожалуйста. Шахматы. А вообще здесь хотели сделать белевую, да? Да, было. Ну это первоначально было, они нас настаивали, а тут говорят, ну ладно, доверяем, делайте, как считаете правильно. Но очень большая была конфликтная ситуация. Сначала, когда деревья стали убирать, вы там губите, вот буквально каждому дереву подводили. Вот посмотрите, поэтому. У нас профессор из БГУ, очень такой, грамотный, завкафедры, ходил, лично участвовал, большое спасибо. И вот убедили. Мы же еще будем посадки. Конечно. Вообще этот парк, это будет дендрарий. Тут больше 200 видов растений мы рассаживаем. То есть здесь еще можно будет уроки водить школьников. То есть это одна из идей парка. Это как бы стык как раз Черниковки, который идет, и заканчивается центральная Уфа. И как раз на этом стыке вот это важно. В том дворце культуры, где все уфимские мероприятия проходят. И как раз рядом с ними вот такой фонтан и такой парк. А это уже, собственно говоря, сам фонтан? Да, вот это сам фонтан. Вот это будет поющий с антивандальным покрытием, чтобы дети могли бегать прямо там, не просто со стороны смотреть. Ну, для лета это очень хорошо. Вот такого фонтана. Ой, сейчас не помню на память. Такого не было. Такого не было. Да, по-моему, в регионе такого нет. По-моему, в Казани тоже нет. Я не видел. На всей территории парка видеонаблюдение, Wi-Fi на всей территории парка и освещение, которое начали монтировать, уже показано было на Первомайке, тоже во весь парк будет светящийся. Он будет безопасный, визуально прозрачный. Поэтому я говорю, зелень, хорошие материалы, вода, желательно водоем. Вот желательно. Вот такие набережные в центре, если есть пруд какой-то, если в центре. Вот это хорошо работает. Там, смотрите, еще первые решения по программе комплексного развития сельской территории уже есть. Ну а так для каждого из вас, все же, те, кто опытные, понимают, делайте проекты. Дорога ли, школа ли, парк ли, неважно. Там, просто сегодня мы вам парки показываю, в следующий раз дороги будем смотреть. Не в парках дело, как говорится, просто надо... Проект есть, всегда можно рвануть и так далее. Я, честно говоря, знаете, у меня была такая идея принять программу для вас, которая называется «Центральная площадь».
Чтобы каждый из вас вашу центральную площадь вот сделал, вот как родная улица мы приняли, я пока еще результатов вот не чувствую, правильно мы сделали, нет. Вот я сейчас думаю, может быть, нам принять программу «Центральная площадь». Поэтому вот надо думать. Как вам сегодня КПД сегодняшнего дня? Коэффициент полезного действия? 100%. Да? А вообще молодцы в том плане, что это все наглядно, и это идет первое лицо Башкирии, нам все показывает. Это очень здорово. Это нам большой рабочий стимул и комплект для работы. А что у вас в плане благоустройства в этом году запланировано? Мы в каждом из сельсоветов, у нас их 20, посадили по гектару сосен. Тоже будут парки. Представьтесь, пожалуйста. Слотоматский район, глава района Абдраев Канор Равилович. Спасибо, с праздником. Спасибо, тоже спасибо. А вот сложно же все-таки глав объединить. Вот зачем это нужно? Я вот хочу, чтобы... Вот знаете, как я всегда рассуждал, вот когда я какое-то кадровое решение принимаю, я всегда даю каждому возможность проявить себя. А чтобы он мог проявить себя, он должен примерно на одном языке со мной разговаривать и понимать, что я от него хочу и как я вижу. Потому что я им даю смыслы определенные, их надо выполнять. Вот поэтому вот мы постоянно с главами делимся, хорошим делимся, как это должно быть. Они вот смотрят уже, я вижу, они уже вот ходят, что-то себе там думают, что остановят свой там какой-то парк, как они хотели делать, будут его делать по-другому немножко, понимаете? Вот, стремление в некотором случае, все-таки к лучшему. Это очень помогает, на мой взгляд. Посмотрим. Все думала, Раифович, что же мне такое важное спросить у вас одно, самое такое сложное. Нет, все-таки вы счастливы? Да, я счастлив.